У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с вами усими. И с духом твоим. Святую мшу спrawują za померлых Żuk Aleksander Alasnowicz, Franciszka i Marian Sadowski, Mikołaj, prosić dla ich radość życia wiecznego u wolodarstwie niebiesnym. У 27-й неділі звичайної сьогодні почуємо, який Бог наївний у своїй любві до кожного з нас. Вельми моцне сьогоднішнє Євангелія. Перепросим Пана Бога за наши грехи, как мы могли сложить эту и наисвятейшую охрану. Spowiadają Bogu усіма нам. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и заметанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, у всіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного.
людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе. Кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тобі, Святой, хвали Твоей. Ане Божа небесный, Божа Ойша всемогутный, Ане Сыне наши народы, Иису Христе, Иису Христе, Gloria in excelsis Gloria, 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 Gloria in excelsis Gloria, Gloria. Zmiłujcie nad nami, jaki dałeś na sobie taki światło, zbliżenie nasza jest, jaki sadzisz naruczajca. Zmiłujcie nad nami, Ty światy, Ty nasz Pan, Ty najwyższy Jezu Chryste. Słucham zjawy uchwale Boga Ojca. Amen. Excelsis Deo, Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты щедро даешь усим, кто Тебе просит больше, чем они заслуговывают и жадают. Будь до нас милосердный и пробачь нам грехи, які не покоять наше сумление. А так само дай нам Тое, навчить просить Тебе, мы не отважаемся. Проспава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, и яки с Тобою живе и владарить в едности Духа Святого, Бог правду всем, яки вечный. Amen. Читання книги пророка Ісаї. Заспяваю приятелю моему песню сябра моего про виноградник Яковлев. Мой сябра мел виноградник на вродливой плоды. Ён ускопал его и очистил его от камня, и посадил иву, одобранную виноградную лозу, и побудовал вежу посеред его, и давила высадшил у иву. Чакал, что даст он гронкі винограду, але ён принес дикие ягоды. Дык цяпер жыхары Иерусалима и мужи юдейские, рассудите мяне и виноградник мой. Что яшчэ я повинен был зрабіць для виноградника моего и не зрабіў для яго? Чаму, калі я чакаў гронак винограду, ён принес дикие ягоды?
Цяпер я пакажу вам, што я зраблю з вінаграднікам маім. Я прыбяру яго агароджу, і будзе спустошаны ён. Знішчу сцяну яго, і ён будзе затаптаны. І прывяду яго ў запусценне. Не будуць падразаць і ўскопваць яго. І зарасце ён тернем пустасетам. І забараню храмам ліць на яго дождж. Вінаграднік пана магуцаў – гэта дом Ізраіля, а мужы юдэйскія – яго умілаваныя саджанцы. Ён чакаў правасуддзя, і вось беззаконне, чакаў справядлівасці, і вось крык. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Виноградник Пана, гэта дом Израиля. Виноградник Пана, гэта дом Израиля. Ты перенес из Египта виноградную лозу, прогнал язычников подсадить, как яе. Я на паростки свои распростерла аж до моря, и галинки свои аж до раки. Виноградник Пана, это дом Израиля. Того, что ты проломал яе огороджу, и все обрывают яе, кто проходит. Лясный дик яе нишить, и зверь полевый объедает яе. Виноградник Пана, это дом Израиля. Вернися, Боже могутя, погляди с небесам и побачь, и наведай гэты виноградник. Заховай тое, что посадила твоя правица, поростках, які ты умацаваў для сябе. Виноградник Пана, гэта дом Израиля. И не отступимся мы от Тебя, оживи нас, и мы будем задвигать имя Твое. Пане Боже могутя, верни нас, и нехай Твое обличье засяет над нами, и мы будем спавлены. Виноградник Пана, это дом Израиля. Читання послання святого апостола Павла до Филиппян. Браты, ни про что не турбуйтесь, але у кожной молитве и мольбе с удячностью открывайте ваши просьбы Богу. И спокой Божий, який переузыходит усялякий розум, будет оберегать сердце ваше и думки ваши у Христе Иисусе. Нарешті, браты, что есть правдивое, что годное, что справедливое, что беззаконное, что ласкавое, что хвалебное, коли это некая цнота, або нечто годное похвалы. Про гэта думайте. Чаму навучилися и что приняли, и почули, и убачили, во мне тое чините, и Бог спокою будет с вами. Это Слово Божье. Дякуємо Пану. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я вас выбрал со свету, как вы шли и приносили плен, и как плен ваш трывал кажапа. Аллилуйя.
Pan z Wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Macieja. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus kazał pierwsze świętara i starejszynam narodu: Послухайте inną przypowieść. Był один gospodar domu, jaki posadził winogradnik, a wniósł jego огороджею, wyczesał im Dawila, pobudował wieżu i oddał jego winogradarom. A dyszał. Kaliż nabliżył się czas zbierać urodzaj, i on posłał sługów swoich do winogradarów, aby zabrać plody swoje. A winogradary, schapiwszy sługów jagonych, одного побили, другого забили, а іншого закидали каменями. И он снова послал еще больше слугов, и с ними учинили то же самое. Урешcie, и он послал до них своего сына, кажучи: «Посоромилися сына моего». Але виноградары, убачивши сына Ягоного, сказали один одному: «Это спадкоемца, ходемте, забьем его и заволодаем спадщиной Ягоной». И схопивши его, выкинули з винограднику и забили. Коли ж прийде господар винограднику, что зробить он с этими виноградарами? Кажуть ему: «Злодеев этих покараем лихою смертью, а виноградник отдаст іншим виноградарам, які будуть отдавать ему плоды у odpowiedni час». Jezus каже им: «Няўжо вы ніколі не читали в Писаниях? Той камень, який откинули будовники, стал головою вугла. Проспана гэта сталася і дзіўная ў вачах наших. Тому кажу вам, что адыветься у вас владарство Божие и дадзенае будзе народу, які принесе плоды Яго». Гэта слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Сапраўды, сегодня заканчивается трилогия Евангелия. Что такое? Чему трилогия? Bo 2 tygodnie temu nazad, tydzień temu nazad i сегодня чуем про pracowników Pana. Чуем про господара так само, ale чуем так само про виноградник, який господар побудовал. Припомню вам покоротце, вельми 2 tygodnie temu назад мы прочитали, что господар вышел, как нанять pracowników в свой виноградник. Pamiętajcie, wyszedł u 3 часа раніцы i zatem wyszedł ostatni raz w 11 godzin przed zakryciem swojej firmy. I im zapłacił однолького, i których to zbulwersowało. Druga rzecz, to była tydzień temu nazad, przeczytali, że gospodar podeszł do swoich synów i jednemu każe: «Idź pracować u moim winogradniku». I on сказал: «Пойду», ale nie пошел. Подошел до другого и сказал: «Иди pracować в моем винограднику». То есть сказал: «Не пойду», але подумал, почесал голову и пошел до працы. Сегодняшняя история, яку Иисус Христос притачивает, мы уже вельми добре видим. Про что это говорит? В первом выпадку мы говорили про тотализм плана Бога, что Бог на любой способ хочет человека притянуть, как он не сварился. Это мы говорили 2 tygodnie тому назад. Tydzień temu nazad ja обмерковывал Евангелию, не Евангелию, а докладно нашу урочистость и говорил про святого Михала Архангела, але там вельми важная так сама речь, кто что говорит, а что робить иначе. Можно говорить одно, а поступать иначе. И сегодня апошнее из этого всего показывает того, что Бог нас вельми мощно любит. И сегодня мы про это прочитали в первом читании книги пророка Исаия, у pierwszych słowach: «Zaśpiewаю приятелю моему песню сябра моего, про виноградник ягоны, який он кахał вельми мощно». Бог створил для нас виноградник и нас в его запросил. И мы глядим на початок на поставу людей, а может на поставу господара поглядим на початок. Бог так добрый, что дает человеку все, что человеку потребно для життя. Але человек, ведомо, має право прийняти, а має право відкинути. У сьогоднішній приповісті поглядим на господара, який вельми
мощно любил человека. Любил до такой степени, что его любовь была наивная. Чи може бути наивная Божья любовь, но сегодняшней Евангелии не надо вручить. Поглядите. Господар отдал виноградник виноградникам, али виноградарам, али они, конечно, коли доробились усяго, тогда послал господарка подобрали плод своих слугов, али першего слугу. Побили, другого забили, третьего каменями обкидали. Господар наивный послал еще больше. Я думал, что так будет. С теми так само учинили. Але наивность господаря проявляется еще больше тем, что говорит, мы пошли своего спадкоємцю, як його заб'ють, то що я буду робити? І глядите, що тут відбулося вельми цікаво. Справді, виобразьте собі, що ці люди подумали, що як заб'ють господаря, да, скажу про это потом. Теперь вернусь до другой постаті, якими з'являються люди, які працюють у цьому винограднику. Не згубіть тільки той контент, який я там вам закинув. Люди в першій черзі мають усе. Бог дає все для них. Але і в цьому мало. І вони постановили, що в цьому винограднику хочуть бути богами, господарями. У своєму житті ми так само самі хочемо бути богами. Мы бы хотели посменять заповеди Божии, которые трошки так подорогovat, как можно было это чинить, этого нет. А в костелу нет. Костел говорит, нет, одинаково. Было так 10 тысяч годов тому назад и будет сегодня. И ничего не меняет. От часу Моисея дал заповеди приказания Божие, а сегодняшний день переварить. Можно было поменять. Столько изменилось, люди иначе живут. А нет, не меняют. А что одну из нас хотел бы поменять эти заповеди? Трошки удосконалить сучасный свет 21 века. Другая речь этих людей, которые имеют все, они зауважили по-новому. Другая речь это то, что я Господар дає все, дає любовь этим людям. Так, коли человек не хочет применять любовь, то его начинает нарастать агрессия. Начинает быть все более и более агрессивно. Это сегодня проявилось у Евангелии, когда Господар послал слугов своих. Первого только побили, докладно было противно. Другого забили, третьего забили, а в який способ каменями обкидали. Эта агрессия была любая эмоция. Господар посылает наступников, с ними так само чинить. Але агрессия в этих еще проявляется больше. Когда пришел спадкоємця, сын Господара, говорит, забьем спадкоємцу и посядем фирму его. Выбросьте себе, хтось у нас вельми богатый, вельми богатый, и звыклый рабочий пришел и сказал, забьем спадкоємця. А отримаем что в спадщину? Ну, отримаем в спадщину ягоную фирму, яку найдете. Но это наигорший способ, как это учинить. Победа вельми добра, как забьем человека, то за нами будет вести право закона, якое нас посадит до вязницы. Або треба будет от этого права утекать, або треба будет повести до вязницы. И так подумали працовники сегодняшнего винограднику. Подумали, забьем и нас посадить у вязницу Господа. Але, поглядите, у чим проявилася великая любов Господара. Що справді, яни, як забили спадкоємцю, та отримали спадщину Господу. Вот йде мова про Ісуса Христа. Бог сказав, забивали пророков в розный способ, послал своего Сына, послал самого себе, уцеловился в тело людское и отдался. Я разумею, может не разумею, але можна собі виобразити, що переживав Ісус, і говорив ту приповідь сам про себе. Він був свідомий, якою смертю загине. Його несвідомість була, на що він прийшов в цей світ, що людей любові нема. Але Бог послав любовь ще більше для чоловіка, як чоловік не вернувся. І що? Дякуючи этому, что забили спадкоємцу, мы сегодня з'являємося таким детьми Божьими, отримали спадщину дитяти Божьего, ту самую, которую Иисус Христос дал на земле. Какая логика у сегодняшнего читания? Я как открыто мало в обморок не упал, а не упал. Повезло. Наступная речь, яка сьогодні вельми моцно повинна нас заінтересувати,
Гэта размова альбо пытання Jesúsa Христа для тих, хто слідить за Ісусом Христом, czyli dla pierwszych i starejszych народа. Калі ж прыйдзе гаспадар вінаградніку, што ён зробіць з гэтым вінаградам, з гэтымі вінаградамі? Кажуць яму, злодзея гэтых пакарае ліхом і смерцю, а вінаграднік аддасць іншым вінаградам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час. А Jesús Христос не гаворыць: так, добра вы сказалі. Вы памятаеце, тыдзень тому назад мы читали такое Евангелие, так, добро вы сказали, так, добро вы сказали, для Апостола говорит, добро вы сказали. Только молчите про это, никому не говорите. А тут нема такого, Иисус не говорит, так, добро вы сказали. А Иисус говорит, как мне зразуметь, неужо вы николи не читали у Писания? Как мне зразуметь, маете читать Святое Писание. Вот той камень, який откинули будовники, стаўся каменем головою вуглянага. Праспана гэта сталася. Дзіўнае гэта ў нашых вачах, вельмі дзіўна, што Бог сам себе сложил в ахвяры для нас, как нас зрабіць дзецьмі сваімі. Але гэта ёсць чудом у наших вачах, сьогоднішній Евангелії. І гэты чуд Божьей любові, тотальной любові Бог дае нам. А затым, браты и сестры, маем просить Пана Бога, как мы на Божью любовь умели отказать принаймні нашей такой слабой любовью. Как могли зауважить, что Бог нас кохает до такого степени, что готов отдать Богу своего Сына в деле того, как мы осягнули эту спадщину, до якой мы покликаны через володарство и небесное. Веру в единого Бога, а и целого. Створителя неба и земли, всего вашего имя вашего, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога соправного от Бога соправного, народного, а не спорного, одиносудного Отцу, раз якого усё сталося. Он для нас, людей, и для нашего спасения, зайшов с неба, и утелорился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком. Укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял крас пророков, веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов, и шагаю к совершению помилуй, и життя вечного будучи в свете вам. Раз Иисуса Христа, який про свою крыжовую ахвяру выслужил нам годность детей Божьих, с довером представим нашему Отцу в небе потребы Костела и усяго свету. Молимся за святый Костел, как он узрастал у сведчании едности любови, до яких покликал его Иисус Христос. Тебе просим. Молимся за святого Отца, как он давал надею покрывженным и нес светло веры усим людям. Тебе просим. Молимся за державных кіраўнікоў, как они умело проводили державную политику для добробыту всего громадства. Тебе просим. Молимся за наших близких померлых, в особливый способ доручаем святой памяти Жук, Александр, Аляхнович, Франтишка и Марьян, Садовский, Миколай, просячи для их радость життя вечного в володарстве небесным. Тебе просим. Молимся за нашу Айчину Беларусь, просячи об супокои, братней, любови, згоде, так само справедливости и навертаний для каждого из нас. Тебе просим. Молимся за нас тут собраных, как нашу делу святой мши
z każdym razem przynosił u sobą już bogaty plon. Ciebie proszę. Вислухай нас, Пане. Всемогутний Боже, нам ніколи не відмовляєш у своїй допомозі учника, ми завжди зверталися до Тебе і до нашого Отця, Брат Христа, Пана нашого. Номер 99 у новых струнах. Молитесь, как мою, и вашу я вяру принял Бог, Отец славный. Нехай Пан Бог прийме вяру суд Твої, на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Просим Тебя, Боже, прими установленную Тобою самим охвяту, освети нас, просвятые, таямницы, у яких мы Твоя слуги удельничаем, исполни у нас святую справу откровения, нас Христа, Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Говору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Правды годна жета и справедлива, слушна и славовірна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане Святый Ойче, всемогутный вечный Божа, раз Христа Пана нашего. Бою злитости до грешного человечества народился спасный Марии, раз свою Богу на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анgelами, архангелами и духами святыми мы обещаем Твою хвалу, разом усликаючи.
Hosanna na wyżynia. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wyżynia. Błogosławiony Pan na imienia Pana. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wyżynia. Hosanna, Hosanna, Hosanna na wyżynia. Naprawdę Boże, Ty święty i sprawiedliwa chwalić Ciebie все Twoje stworzenia, poprzez Syna Twojego Pana naszego Jezusa Chrysta, dzięcnej mocą Ducha Świętego, Ty wszystko ożywляешь i oświecajesz i niespłynnie zbierasz naród swój, jak od wschodu słońca i do zachodu składał imieniu Twojemu czystую ofiarę. Тому у єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і послав на апостола Духа Святого на Христа, покорно просим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего эти дары, какие мы принесли Тебе на офиару, как они стали для нас телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять эту таємницю. Бо йому тую ночь, коли був видадений, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з этого все, бо це є тіло моє, яке за вас буде видано». Podobnym czynom po wieczery wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każąc: «Bierzcie i pijcie z jego uście, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowietu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć». Это великая таямница веры. Obwieszczają śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznają Panią wskrzeszenie i czekają Panią przyjścia, Panie. Panie, wspominając złapczую Bogu Twojego Syna, a tak samo jak cudowne u Woskresieniu i u Niego wszechście, i czekając Jego drugiego przyjścia, z podzięką składają Tobie wytую żywую i świętую ofiarę. Uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak ofiarę, jaką Ty pożadał być umilостивленный. Дозволь, как мы, узмocnienные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом i jednym duchem u Chryście. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spadczynu z wybrannikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Panny Bogorodicej Maryjej, ze świętym Józefem jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi muczednikami Twoimi, ze świętym Archaniołem Michałem, aniołami, świętym Janem Pawłem II, siostrą Faustyną, błogosławionym Bronisławem Markiewiczem, i всеми świętymi, wraz z zastupnictwa jakich my spodziewamy na Twoją niestąpną dopomogę. Prosim Ciebie, Panie, niechaj ta ofiara naszego pojednania przyniesie się światu supokój i zbawienie. Bądź łaskawy umocować u wiery i lubowi Kościół Twój, jaki pielgrzymuje na ziemi, za sługą Twoim papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem, z usimi biskupami
всем духовенствам и всем народам того и откупленным. Будь милостивый до просьбам этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ojcze, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померных братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей отошел с этого свету, милостиво прими в благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христови у Христе, Тобе, Боже, Ojcze Всемогутny, у jedności Ducha Świętego, вся пошана и хвала, разу всякие вечные. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что трудного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всего злого, дай ласкаво спокой у дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всякого неспокою, czekali исполнения счастливой надеи и прийścia Zbawcy нашего Jezusa Chrysta. Твое владарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój покидаю Wam, supokój mój dаю Wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli, a daryć Jego supokojem i jednością, jaki żyjesz i władarisz na wieki wieczne. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Передайте ближнему знак супокою. Woś poranek Boży, woś той, kto bierze na siebie grzechy światu, błogosławiony, poklиканный на вечерю Ягоную. Panie, ja nie warty, jak Ty wejszł do mnie, ale скажи только słowa i będzie ozdrowiona dusza moja. Номер 69.
Господи, милый нам Ты Твои дары, за надею и силу зажжены на алтаре, что слова всеми сердцами не ломаю, и своей эмоцией Ты отдали Его. Дякую, Господи, милый нам Ты Твои дары, за надею и силу зажжены на алтаре, что слова всеми сердцами не ломаю, и своей эмоцией Ты отдали Его. Молимся. Всемогутный Боже, от учеников уделывай сакраменте настави в голод и праву наших душах, и учини нас подобными до Христа, якого мы приняли, яки живее и володарить на веки вечные. Объявы душпастерские 27 неделя звичайная, у понеділок 5 кастричника успомин святой сестры Ковальской, законницы. 7 кастричника у середу успомин Матери Божией Różańcowej, 9 кастричника у пятницу успомин святого Дионисия, бискупа и попечников и мучеников. Każdy dzień u naszej kaplicy trwa adoracja Pana w Najświętejszym Sakramencie w intencji naszej rodziny na Rusi. U niedzielę i sobotu od 14 do 19 godzin. U poniedziałek, czwartek i piątnicу od 14 do 21. W wtorek i w środę w эту nie będzie adoracji. Сёлета головное парафиальное свято Матери Божией Różańcowej, czyli парафиальный фест, odbędzie u środu 7 кастричника u этой kaplicy u 19 godzin, jaki uznaczalić ksiądz Paweł Eismont. Miał ktoś drugi być, a jego przyczynach różnych odmówił wczoraj, поэтому нашел kogoś другого. Ksiądz Paweł Eismont, kurator pierwszego preprodontycznego chodu wyższego duchownego seminarium w Mińsku. Różańcowe nabożeństwo u naszej parafii odprawiaється każdy dzień przed Świętą Mszą u 18:20. Pamiętają про słowa Maryi i Fatimie. Dzieci, codziennie molicie się na różańcy, jak wyprosić supokój u świecie. Na tym tygodniu przypadaje pierwszy autorek miesiąca. Dzień modlitwy do Świętego Michała Archanioła.
Припоминаю, что на конце каплицы находится список, где можно записаться, как поубирать, сделать уборку нашей каплицы, а не только. Звертаюсь так само до батьков, дети, чьи ходят на занятия катехезу, как так само убирать нам все раз на тиждень сальку катехетичную, раненько, максимум на 20 хвилин займет. Припоминаю, что в нашей парафии розпочалася катехеза для детей и молоді. Сьогодні так само святкуємо День наставника, віншуємо наших наставників, вихователів, катехетів. Нехай добрий Бог одобрить їх потребними ласками у дорозі, яку підняли. Дякуємо за ахвярование на будову святыни, за супольную индивидуальную молитву, за спевую праву литургичную, за проверение каплицы, а так само тем, кто дежурил. Дякуємо батькам детей перших коммунийных за складенную ахвяру на обнову монстранции. Монстранция – это такое солнышко, мы тут выставляем Пана Иисуса. Слово, оно выводится в всех языках одинаково звучит, монстранция. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей, за Олександру і її батьків і хрестних з нагоду хресту. Помолимся за добродеїв, ахвяродавців нашої парафії, за наставників, так само обновлення добродеїв, будівництва санктуаря. Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по особку, опільці Матці Божої Ружельцової, Твою обороня. Святая Богородица, у наших потребах не поважай молением нашим, и от усялякой злой негоды выбавляй нас завсюди. Панна хвалебная и благословленная, Пани наша, опекунка наша, Утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдавай. Проявите Божие благословение и заносите это благословение домов своих. Поделитесь в списке, нехай Бог возмазняет вас на целый тиждень, и вас чекает. Пан с вами. Нехай вас благословляет Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Дякуємо Богу. Помолимся за наших близких померлых, особенным способом отдаем святой памяти Александра, Франтишку, Марьяна, Николая. Янпанский заставал Анне Марии, и зашла из Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Божья слуга Панская. Нехай не станется покоя Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. А Слово станет телом. И поселилась между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молись за нас, Святая Богородица. Остались мы годными обязанию Христову. Молимся. Всемогутный вечный Боже, просим Тебе, улив в наше сердце Твою ласку, как мы познавши раз ангельское звестование, утеловление Христа Твоего Сына, праз муку Его и крыш были доведены до хвалы воскрешения. Праз Христа, Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была справедлива, теперь и завсюди, и на веки вечные. Добрый Езо наш Пане, Дай мне вечность существования. Святому Архангелу Михаилу, против нас самых, мы могли завжди противостоять злу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, Сурать спокусы и масса Слова Духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог,
a Ty, kniazie wojska niebiesnego, sławności Bożej, ścinu wielkiego szatana i niższych złych duchów, jakie nas Bogu dusznych w świecie. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty nieświaty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświaty, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieświaty, zmiłuj się nad nami. Numer 234. Christina, Christina.